Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 14 июля отмечается незначительный рост новых случаев коронавирусной инфекции. 103 случая, в Якутске 54 и в 20 районах нашей республики, в том числе в Алданском и Миконском по 5 случаев, Нюрнбергском, Хангаласском 4, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский 3, Мирнинский, Жиганский, Верхнеколымский, Горный, Оленёкский, Сунтарский, Всеалданский, Чурапчинский по 2 случая и Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Нюрбинский, Алекминский, Среднеколымский, Татинский, Усмайский по 1 случаю. За сутки проведено свыше 2000 исследований, всего обработано порядка 1 миллиона 200 тестов. В части вакцинации на 14 число в республике имеется 271 187 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первую дозировку вакцины получили 241 495 человек, в том числе лица старше 60 лет 50 124. Полную вакцинацию прошли 185 157 человек, в том числе лица старше 60 лет 40 976 человек. Использовано 88,6% от общего объема вакцины, поступившей в нашу республику. Очень часто сегодня задается вопрос, есть ли в наличии спутник или гам-ковид, как его называют. Сегодня действительно в республике в основном имеется Эпивак Корона. Мы ожидаем следующую партию на будущей неделе. В понедельник было совещание у Голикова Оперштаб, где конкретно прозвучало, что максимальное количество вакцин при распределении будет учтено именно на Дальний Восток, потому что Дальний Восток сегодня имеет приоритет. Вакцинация остается главной задачей сегодня по преодолению подъема новой коронавирусной инфекции. Вы видите сегодня, что творится у нас на территории всей Российской Федерации. Якутия в этом отношении выглядит в более благоприятных событиях, но это как раз благодаря тому, что мы ранее всех начали массовую вакцинацию. Вы помните, было постановление 19 мая нашего главного санитарного врача. Буквально вчера вышло санитарное постановление номер 4, где уже четко указаны категории лиц, которые обязаны быть вакцинированы. В этой части это в основном работники образования, медицины, социальных служб, транспортной системы, общепита и так далее. Я прошу всех ознакомиться с этим документом, так как его реализация до 16 августа, в дальнейшем будут приниматься административные меры. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на миграцию нашего населения. Она сегодня продолжается. В среднем мы фиксируем за неделю порядка 1500 движения детей по всем районам нашей республики. Мы понимаем, что дети провакцинироваться не могут. Сегодня идут только научные разработки и изыскания по возможности применения вакцин у наших деток. Поэтому настоятельно рекомендуем защищать окружающих путем вакцинации вокруг создания такого семейного коллективного иммунитета вокруг детей, вокруг беременных женщин, кормящих матерей. Это очень важно. Мы четко прослеживаем изменения картины заболевания, укорочение его инкубационного периода. Если ранее мы говорили о 2 неделях, то сегодня это от 3 до 7 дней. Развитие заболевания. Заболевание протекает достаточно тяжело, причем еще раз акцентирую ваше внимание, что именно в 3-ю волну изменилась категория людей заболевших. Это в основном дети как раз-таки и лица молодого возраста. В стационарах сегодня 65% это лица от 19 до 49 лет. И, конечно, именно этой категории тоже необходимо обращать внимание на свое здоровье, понимать, что при первых признаках ОРВИ, повышения температуры, необходимо вызвать врача, а не заниматься самолечением. Будьте здоровы. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. И продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. Усиление для борьбы с лесными пожарами. 2 воздушных судна Ил-76 Министерства обороны направят сегодня в Якутию. Депутат Госдумы Галина Данчикова продолжает работать в Южной Якутии. Какие вопросы обсуждали в Нерюнгринском районе. Большая победа для российского спорта. Матрена Наговицына стала первой из Якутии чемпионкой мира по международным шашкам.
316 пожаров действуют на территории Якутии. Их общая площадь более 1 миллиона гектаров. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. По официальным данным, 76 пожаров тушат. За прошедший день локализованы 14 и ликвидированы 20 возгораний. Дмитрий Садовников отметил, что дополнительно обнаружены 12 очагов. На тушении заняты более 2200 человек и 320 технических средств. Также сегодня в Якутию по поручению президента направят 2 воздушных судна Ил-76 Министерства обороны России. Также работают воздушные судна разных структур. Так, у нас воздушное судно Ми-8 работало в районе Ленских столбов Хангаласского района для дислокации сил и средств по пожаротушению. Также работает воздушное судно Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации. Они работали в Алекминском районе и в ближайших районах от города Якутска. Также один борт находится в Нюрбинском районе и работал по водосливным устройствам. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа. Прививку нужно делать не менее чем через месяц после вакцины от коронавируса, следует из проекта постановления. Региональным властям ведомства рекомендуют охватить прививками против гриппа не менее 60% от населения и как минимум 75% людей из группы риска. При этом руководители регионов должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций, а в случае ухудшения эпидобстановки по гриппу вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса. Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Нерюнгринский район. В программе визита осмотр объектов и обсуждение социально-экономического развития Южной Якутии. Продолжит Екатерина Павлова. Визит депутата Госдумы начался с аэропорта Чульман. Возможность прибыть на место самолетом сегодня временно недоступна. Реконструкция аэропорта идет полным ходом в круглосуточном режиме. Протяженность взлетно-посадочной полосы 3600 метров, ширина 45 метров. Покрытие укладывают в 2 слоя современной техникой. Работы должны быть завершены осенью, и после сертификации в ноябре самолеты вновь начнут заходить на посадку по новой полосе. Конечно, для Нерюнгринского района это очень важное решение, и я надеюсь, в соответствии с теми планами, которые есть у заказчика и у подрядчика, все будет выполнено в установленные сроки. Есть некие вопросы, которые мне были заданы подрядной организацией, я обговорю их с заказчиком, и я надеюсь, что мы постараемся их урегулировать. Следующим пунктом визита стал осмотр хода строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в поселке Чульман. Строительство ведется по программе «Газпром детям» в рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и публичным акционерным обществом «Газпром». В данном этапе выполняем работу по монтажно-металловой конструкции и бетонная работа, подготовительная работа по прокладке сети. То есть хотим до начала отопительного сезона закрыть здание. На горно-обогатительном комплексе Денисовский Галина Данчикова встретилась с коллективом компании «Колмар», где поделилась актуальными для сотрудников законопроектами и дала возможность задать присутствующим интересующие их вопросы и внести свои предложения. Такую сеть создать санаторно-курортных лечебниц или здравниц на территории республики, не выезжая за территорию. То есть на той базе, которая у нас сегодня имеется, непосредственно и у вас есть лечебные источники, постараться создать такую базу, чтобы и дети, и взрослые могли оздоравливаться внутри нашей республики, не выезжая за пределы. На встрече с коллективом Нерюнгринской центральной районной больницы были подняты острые для района вопросы, а именно нехватка кадров. В городе Нерюнгрин 58 тысяч человек населения. И программа «Земский доктор» не работает на нашей территории. Соответственно, условий для привлечения молодых специалистов, таких конкурентоспособных, у нас нет. Если же внести изменения в постановление правительства и сделать такое исключение, чтобы эта программа работала именно там, где это необходимо,
и населенных пунктах с большим населением, трактует Нерюнгри, на территории всего Дальнего Востока. Вопросы здравоохранения важны для каждого поселения и каждого человека, и они будут решаться на федеральном уровне. Галина Данчикова посетила также аптечный пункт, ознакомилась с ассортиментом и ценовой политикой. Кроме того, посетила почтовое отделение. Эта тема у меня была постоянно на контроле, потому что периодически появлялись обращения глав наследников о том, что их отделения закрывают. Но, однако, хорошо, и слава богу, мы с этим справляемся как-то. Все отделения у нас функционируют. Мы считаем, что это очень важно. Завершилась программа пребывания депутата Государственной Думы Галины Данчиковой в Нерюнгринском районе встречи с активом с участием руководителей предприятий, общественных и профсоюзных лидеров. Были подняты разноплановые вопросы, волнующие население. Депутат Госдумы по каждому вопросу высказала свое мнение, дала ответы и взяла обращение в свою работу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Строительство суперкампуса начнется в Якутске в ближайшее время. Об этом сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев на встрече с главой региона Айсаном Николаевым. Общая площадь суперкампуса составит 86 тысяч квадратных метров. В учебно-лабораторных корпусах смогут обучаться 6500 студентов в год, в том числе 4500 на очной основе. Также построят мастерские, помещения для стартапов, коворкинг-центры и общежития на 4400 человек. Реализация проекта выведет на качественно новый уровень развития не только среднего профессионального образования, но и всю систему профтехобучения. Также в Якутске проходит форсайт-сессия, где обсуждают тенденции и перспективы развития подготовки кадров для транспортной сферы, выявляют востребованные профессии будущего. Не секрет, что сейчас в крупных инвестиционных объектах Жатайской судоверфи, в Якутском транспортном узле и Северном завозе не хватает кадров. Поэтому Центр опережающей профподготовки совместно с Министерством транспорта проводит такого рода сессии, чтобы выработать перспективные профессии и направления подготовки кадров. Жатайская судоверфь, у нас штатная численность предполагаемая, это 664 работника должны мы привлечь, в том числе сварщиков, судостроителей и так далее. Поэтому мы должны тоже в рамках судостроения уже сейчас планировать мероприятия. На сегодняшний день у нас по Жатайской судоверфи заключены соглашения, это и Жатайским техникумом, Государственной морской академией имени Макарова и новосибирскими, чтобы мы в том числе должны подготовить кадры. Продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в Якутии. По данным МинЖКХ, из 514 тысяч тонн по плану завезено 166 тысяч, что составляет 32%. Вскоре начнут арктическую навигацию. Тем временем Сахаэнерго ведет подготовку энергообъектов к зиме. Персонал компании ремонтирует 116 дизельных агрегатов ДЭС в 22 улусах. На сегодняшний день отремонтировано порядка 40 километров воздушных линий из плановых 106 в этом году. Также, как сообщили в компании, из-за лесных пожаров идет мониторинг, контроль и дежурство на территориях, где тушат огонь, в частности в Момском и Хангаласском районах. У нас всего 145 электрических станций в 23 районах республики. То есть у нас все районы Крайнего Севера. Также есть у нас Алекминский, Хангаласский, Ленский, Алданском, Усьмайском районах, а также дизельные станции. Во всех этих районах у нас кипит работа. У нас осталось буквально 2 месяца, чтобы успеть подготовиться к этой зиме. На сегодняшний день у нас все идет по плану. Объемы завоза топлива первого тура полностью исполнены. Это по быстромелеющим рекам уже топливо доставлено. Это поселки Батагай, Алекминский район и районах Жиганского улуса. В Минсельхозе региона принимают заявки на участие в федеральной программе «Агростартап». Конкурс проходит уже 3-й раз, и в этом году прошедший отбор получат грант до 6 миллионов рублей. Для участия заявитель, как индивидуальный предприниматель, должен зарегистрироваться в этом году. На его счету должно быть не менее 10% от планируемой суммы, и в течение 5 лет ему необходимо заниматься начатым делом. Есть и некоторые послабления для соискателей в этом году. Например, при получении 2 миллионов рублей, если раньше требовалось трудоустроить 2 человек, то сейчас 1. Фермер теперь тоже считается работником. Прием документов продлится до 8 августа, а сам конкурс проведут в онлайн-режиме. В случае получения свыше 2 миллионов рублей гранта, раньше было, чтобы он создал 2 рабочих места,
Если глава считается одним работником, то получается он может создать одно рабочее место. А если ниже 2 миллионов грант получает, то уже не создает и сам будет являться рабочим местом. Те, кто занимается сельскохозяйственным производством, кроме свиноводства, все могут участвовать в этом гранте. И кроме жителей городского округа город Якутск могут участвовать. Это федеральные требования. В Амге 19 год продолжает работать трудовой отряд «Волонтер», где школьники с пользой проводят летние каникулы. Каждое лето администрация Амгинского наслега создает условия для работы учащимся от 14 до 18 лет. В этом году из 70 желающих отбор прошли 24 волонтера, которые будут работать в 3 сезона. В первую очередь это дети из малообеспеченных и многодетных семей, и детей, состоящих на учете. Собираются ребята в 9 часов у администрации наслега, планируют, какие улицы и скверы сегодня очистят. За рабочий день бойцы трудового отряда убирают от мусора около 10 улиц. Ну а заработанные деньги каждый планирует использовать по своему усмотрению. Нас 8. Ходим по улице с этой и с справа и слева. С 9 утра до 12 собираем мусор. На заработанные деньги я планирую накопить на ноутбук. В завершение о спорте Матрена Наговицына стала первой из Якутии чемпионкой мира по международным шашкам. Уроженка Чурапчинского района завоевала победу досрочно за 1 тур с 23 очками. За звание чемпионки в Таллине боролись 16 сильнейших спортсменок мира. Глава Якутии Исаак Николаев поздравил Матрену Наговицыну с победой. Это не просто победа. Матрена стала в истории Якутии первой, а России второй чемпионкой мира в классической программе, написал глава региона в Инстаграм и пожелал спортсменке побед и новых достижений. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.